составил $1,5 миллиона, Бербик получил $2 миллиона. Тайсона ничуть не смущал тот факт, что перед ним действующий чемпион, и он с первых же секунд обозначил свои намерения. Перед боем Бербик заявил: «Я разберусь с ним за 7 раундов». Вот только Тайсон поставил себе задачу разобраться с Бербиком намного раньше. Плюс ко всему сам Тревор значительно облегчал задачу. Вместо того, чтобы двигаться и стараться не подпускать к себе соперника, он стоял прямо перед Тайсоном, пытаясь доказать, что он может драться с ним на встречных курсах. Но драться на встречных курсах с Майком Тайсоном образца 1986 года не мог никто. И уже совсем скоро в этом убедился и Бербик, и его тренерский штаб, и все, кто смотрели поединок. Майк потрясает действующего чемпиона, и тот едва не отправляется на настил. Тайсон не бросается на соперника без оглядки, а действует в стиле, который называется контролируемая агрессия. Бербик в опасном положении, но как нельзя кстати звучит гонг, и Бербик перед тем, как отправиться в свой угол, показывает претенденту язык. Поступок странный, исходя из того, что Тревор безуспешно провел стартовый раунд, в то время как Тайсон делал с соперником все, что хотел. В перерыве в углу Бербика царила настоящая паника. Стоит отметить, что на этот бой он нанял известного тренера Анджело Данди, и если сам боксер, возможно, еще не понимал, куда он попал, то опытный Данди полностью отдавал себе отчет в происходящем. Ну а в углу Тайсона Кевин Руни, как и обычно, спокойным голосом давал рекомендации своему боксеру. На первых секундах второго раунда, начав с мощного удара справа, Тайсон доделывает то, что не успел в предыдущей трехминутке. Бербик оказывается на настиле, но тут же вскакивает, пытаясь показать, что он в полном порядке. Но Бербик был далек от того, что можно было назвать в порядке. Он был потрясен и никак не мог прийти в себя, но при этом Тайсон не форсировал события и атаковал только наверняка. Чуть более чем за полминуты до конца раунда Тайсон наносит удар справа по корпусу и промахивается апперкотом, но затем наносит левый крюк, который не казался тяжелым, но являлся таковым. То, что после этого удара происходило с Тревором Бербиком, смотрелось одновременно комично и печально. Бербик все же успевает поставить себя на ноги до счета 10, но известный рефери Милз Лейн останавливает бой, и теперь уже бывший чемпион едва держится на ногах. Когда великий тренер Каз Дамато встретил Тайсона, он сказал ему: «Майк, ты станешь самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса». Слова были пророческими, но, к сожалению, Дамато не увидел триумф своего ученика. Он умер ровно за год до этого момента. После того, как поединок закончился и к Тайсону